Недавно прошла презентация вашей книги «История Салафи» в Московском доме национальностей. Насколько я знаю, мероприятие прошло очень хорошо, в хорошей и дружественной атмосфере. Я хотел бы узнать и ваши впечатления, как все прошло, какие гости были, что вам больше всего запомнилось. Немножко об этом, ваше мнение. Спасибо, Гусейн Сухан. Конечно, это то, что мы организовал при поддержке, конечно, Федеральной лезгинской национально-культурной автономии. Хочу выразить им огромную благодарность от автора, от самого автора и от всего даже фийского джамаата. Я могу выразить огромную благодарность Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, что мы провели 18 числа в Московском доме национальностей презентацию моей книги «История селения Фии». Презентация прошла, на мой взгляд, на хорошем таком творческом уровне. Люди, которые хотели и желали быть там на этом мероприятии, пришли. Я доволен. Спасибо всем моим землякам, сельчанам и друзьям в Москве. А вот если говорить о мероприятии, которое было до этого в Махачкале, пару слов может об этом. Я, насколько я знаю, там тоже была презентация. Да, и в Махачкале была презентация у меня 12 апреля в лезгинском ресторане «Шардак». Оказал не материальную помощь, но со своей стороны тоже такую моральную поддержку хозяин этого ресторана «Шардак». Наш Камал, хочу выразить ему тоже огромную благодарность. И в основном на той презентации участвовали процентов 80-90, это мои односельчане. Человек около 120 только односельчане были, и человек 30 были с научной интеллигенцией, историки, журналисты со всех почти республиканских газет. Там выступили по поводу этой книги наш директор Института албанистики Фейзуддин Рамазанович Нагиев, также лидер нашего лезгинского национального движения Саду Назим Гаджиев, и молодежный департамент участвовал в Филенка Магомед Алиев, тоже присутствовал на этом мероприятии, и журналисты, корреспонденты почти всех дагестанских газет. Через что пришлось пройти, создать книгу, это дело непростое, мы знаем, не всякий может. Как вы к этому шли? Ну, в принципе, я вот, как говорится, есть такая притча, да, как будем говорить, притча, что надо заняться тем, что тебе по душе, а не то, что тебе заставляет делать, да. Вот я, хотя учился на экономическом факультете института, да, окончил экономический сам, но и до института, и до школы, и с детства вообще я увлекался историей, археологией. Мне всегда было интересно, какие были до нас наши предки, как они жили, откуда мы произошли, кто мы такие в этой жизни. И всегда мне это заинтриговали, вот эти вопросы, и у меня была мечта с детства, да, если до той поры, пока у меня будет возможность написать книгу, если моя сельчане не выпустит такую книгу, я это обязательно сделаю. Были разговоры, конечно, еще, когда я маленький был, там кто-то собирает архивные данные, кто-то приезжал там, но остались только этими разговорами, и, к сожалению, до сегодняшнего дня никто это не воплотил в жизнь. И вот года 2-3 назад я уже вплотную начал заняться этой идеей, и ездили в Азербайджан, ездили почти все города России, где проживают наши фийские граждане селения Фии, где бы они ни проживали. Есть целый поселок, там примерно под Норильском, которые живут фийцы, которые я не знал до недавнего времени. Оказывается, они половина фийцы с Карабулаха, Агуз-района Азербайджана, половина там с Ленинкента, как у них тоже есть такое в Арташин районе. И вот я узнал фийцев, что которых слышали когда-то фамилии, да, и оказывается, не так уж и мало этих фийцев. Поэтому мне всегда было интересно, сколько у нас, кто мы такие, где мы находимся. И в конце концов, вот прошло 3 года, что в моих силах, конечно, не все я собрал. Это и я знаю, и историки, которые занимаются этой проблематикой, может подтвердить, что история селению, которому более 2000 лет, не может быть отражено в книге 250 страниц. Это
соответственно, просто, вот, как называется, я просто поставил фундамент, да, для будущих поколений, там, лет через 20, 30, 40, 50, естественно, появится какой-то другой патриот, это однозначно, я знаю, появится он в селе Нефей. Хотя бы ему будет легче с чего-то начинать это. Хотя там, может быть, есть и ошибки у меня, и нестыковки, соответственно, я согласен со всеми критиками, да. Просто я рискнул, вот, сделал первый шаг. Как говорят, первый шаг он всегда тяжелый. А в дальнейшем там, конечно, мы будем исправляться, будет, естественно, второе дополненное издание. Ну вот, как раз заканчивая наше небольшое интервью, вот вы сказали о том, что патриоты, появятся патриоты обязательно. Вот, что надо делать, чтобы этих патриотов было больше, чтобы не только в селе Фи там вышла такая книга, чтобы в каждом селе такие появлялись, чтобы больше молодых людей в это увлекалось, потому что мы знаем, потому что сейчас молодые люди как-то больше все-таки по деньгам, да, по таким, по экономике и так далее. Что для этого нужно сделать? Согласен с тобой, Гусейн Стхан. В первую очередь, на самом деле, чтобы выявить таких патриотов, они есть у нашего народа, И вот последние года 2-3 я начал ездить по горным аулам лезгинским, и Азербайджане, как же наша фийская диаспора, да. Чем больше людей, такие как мы с тобой, да, будем ездить в эти места и людям рассказывать, молодежи особенно, что есть, примерно, такая организация Федеральная лезгинская национально-культурная автономия. Примерно у нас в ауле про эту организацию знает 2 или 3 человека. Большое селение. И то они это узнали, когда я пригласил представителей ФЛНК в прошлом году к нам в гости в селение. Да? Когда у нас на футболках было написано ФЛНК, некоторые вообще долго читали, не могли это самое. Хотя бы в год один раз, конечно, я понимаю, это очень материальные расходы там, но все равно надо найти какие-то возможности, хотя бы небольшие расходы, хотя бы какие-то поездки в год один раз, хотя бы в один район. Вот этот год мы поехали, Ахтынский район, объездили все селения, на Гадикане, к молодежи, какие у них проблемы, что вдруг кто захочет учиться в Москве, по прибытию в Москве, пожалуйста, приходите в лезгинский дом, окажем какую-то помощь с нашей стороны, со стороны федеральных лезгинов московских, да? Поэтому с народом просто надо работать. К сожалению, начиная с 90-х годов и на сегодняшний день это ниша, так будем говорить, да, никем, ничем, абсолютно народ уже занят другими делами, в первую очередь, там, как заработать, семью накормить. К сожалению, это, конечно, и, соответственно, последние 20-15 лет я вот так посмотрел, интересовался, что выпущенных книг очень мало, особенно про историю лезгинских сел. Очень мало. Вот у нас в Ахтынском районе, я не знаю, последние 5-6 лет, я не знаю, по крайней мере, ни одной книги, которая написана про какой-то аул Ахтынского района, да. И вот после того, как мы собрались в Москве, то есть в Махачкале, презентовали мою книгу «Мои сельчане», да, и после этого, вот именно у моих односельчан, молодежи, пошел такой наплыв. Я вот здесь позавчера услышал, что мои родственники, они, получается, троюродные братья, да, что они открыли благотворительные общественные организации, ФИ называется. Ну, кстати, мы с тобой там в этой чайхане сидели, я их каждый вечер собираю в этой чайхане, всегда у меня одна тема, и, видимо, и на это самое уже есть, все равно молодежи они есть, да, вот. Уже как бы мы не хотим, мне уже за 40 лет, да, все равно надо позиции сдать молодежи в правильное русло. То есть работа дает плоды, да? Да, плоды. Помимо этого, благотворительность, которая вот у нас, вы знаете, случай был аварии 6 июня, там, да, директор школы, и помимо этого я организовал сбор денежных средств, что как бы не юридически, но да, через интернет поехал в селение, там вот на Гадикане я вышел с нашим совета старейшин из села, когда он там на Гадикане, у Ураза Байрам, которые все собрались, все физи обычно у нас в год, кто бы где не был, приезжать в село Фи на кладбище, обязательно с Москвы, Тюмень, Махачкала, все мы собираемся в родном ауле. И на Гадикане человек там 200-300, если не больше, чисто мужиков, да, друг друга поздравляем. И вот там он вышел и говорил, что после молитвы праздничной, да, что вот Гюрланстха при поддержке, кстати, он не назвал Федеральную лезгинскую автономию, да, при поддержке российских лезгинов через интернет собрал денежные средства и раздал вот этим людям, которые попали в эту беду, да. Но факт, что единственное, что вот действительно лезгины, которые в России, которые проживают, относятся к этим проблемам так
как к своим проблемам, да, как к своим близким людям. Это, конечно, сельчан очень вдохновило, что действительно парень уже в каких-то кругах ходит, общается, и уже они после этого подходят, спрашивают, а какие организации в Москве, лезгинские, какие в Махачкале. Люди, которые, конечно, не выезжают в селение, они вообще не имеют, тем более интернета нет в селении, единственный телевизор, а там вы сами знаете, что по телевизору сейчас показывает. Поэтому просто с народу, возвращаясь к вашему вопросу, да, хотя бы квартал один раз. Вот я где бы ни был, если в течение 3 месяцев я не посещаю мой родной аул, мне становится плохо. Потому что надо выезжать, на Гадикане день-два прожить там, у людей какие проблемы, чем ты можешь помочь, хотя элементарно там куда-то его отвезти в правильное направление вернуть. Поэтому я в это отношении Федеральной лезгинской культурной автономии, естественно, спасибо, что иногда они выезжают, показывают, что есть действительно такая организация, хотя бы занимается. Вот в прошлом году вы приезжали, в этом году тоже было у вас выездная по всему Южному Дагестану. Люди уже знают про организацию, что действительно интересуются прошлым, а без прошлого, как мы понимаем, и будущего нету у нашей молодежи.